Я хочу поприветствовать всех тех, кто приобрел для себя этот видеоурок, посвященный обучению игре на чадхане. И хочу поблагодарить их за то, что они проявили интерес к этому народному хакасскому инструменту. Но хочу рассказать немного о сути самих видеоуроков. Дело в том, что ситуация, которая сложилась у нас сейчас в обучении игре на чадхане, она в основном ориентирована на музыкантов, на тех людей, которые знают ноты и готовы по нотам научиться играть. Ну и нужно сказать, что сейчас пока на чадхане обучаются только в специализированных образовательных системах. Иначе говоря, это в музыкальных школах, в музыкальных колледжах и институтах. Ну, очень хорошо, что сегодня сложилась такая система, когда ребятишки, обучаясь на хакасских народных инструментах, я имею в виду в данном случае, скажем, на чадхане, они могут играть и учиться на чадхане. Пусть пока хоть это он идет и как дополнительный инструмент, но тем не менее многие ребятишки сейчас используют это, и студенты используют чадхан в своих выступлениях. И тем не менее, вот, необходимость данного видеоурока заключается, на мой взгляд, в следующем. Все-таки на чадхане должны играть не только музыканты, не только те, которые посвятили свою жизнь жизни артиста, скажем, но и на чадхане должен играть вообще сам народ. Если народ играть не будет, конечно, откуда взяться талантливым музыкантам. И практически, как я думаю, в каждом доме, ну, по крайней мере, скажем, хакаса, в каждом доме должен быть чадхан. Если даже он не играется так часто, но он должен присутствовать. Дело в том, что это музыкальный инструмент, это менталитет, понимание своего собственного «я». Это чадхан – это инструмент, с помощью которого можно познавать окружающий мир. Но кажется, что вроде бы он такой неказистый, всего несколько струн, ну, допустим, 7, 9, ну, 14 струн. Но, тем не менее, сам факт игры, исполнения тахпахов на чадхане, он говорит уже о многом. Видеоурок подготовлен на русском языке. Дело в том, что больше, к сожалению, теперь нужно говорить, что большая часть населения, в основном ребятишки, они понимают русский язык, они знают русский язык, но в основном это городское население. В деревне еще пока, ну и уже тоже во многих деревнях, то есть молодое поколение уже перестает говорить по-русски. К сожалению, мне приходится теперь это делать на русском языке, хотя я думаю, что хакасский вариант тоже я сделаю для тех, кто будет углубленно изучать хакасские народные инструменты. Ну, в данном случае чадхан. Ну и вот о курсе самих видеоуроков. Я здесь не даю ноты. Практически это и не нужно для начинающих. Ведь сама суть игры на чадхане, ведь это передавалось издревле. Хаджи передавал свои знания, свое умение своим детям, допустим. Они без нот это делали, они все играли на слух. И ребятишки, которые хотели играть, слушая хаджи, конечно, они с детства тянулись к этому инструменту, они пробовали играть, пробовали струны. И только на слух человек обучался игре. В данном случае этот принцип сохраняется, то есть вы, конечно, должны обладать какими-то минимальными способностями к тому, чтобы хотя бы правильно воспроизвести звучание инструмента. Допустим, настройка чадхана будет производиться на слух, только на слух. Никаких технических больше других возможностей нет, кроме как самому уметь ориентироваться правильно в высоте звука. Всего на данном курсе пока 10 уроков, это 10 видеоуроков, но даны минимум около 5 тахпахов, около 5 произведений, не меньше, чем 5 произведений. Здесь пока даны 2 типа настройки. Это мажорный и минорный, как мы говорим, строй, или, проще говоря, сагайский и кызыльский строй. Сагайский строй – это мажорный лад, и кызыльский строй – это минорный лад.
Ну и вот, вот эти два строя будут использованы. Это традиционные строи, которые используются современными всеми музыкантами и традиционных в образовательных системах. Сам принцип видеоуроков построен от простого к сложному. Ну, конечно, сначала человек должен настроить Чадхан. Естественно, есть образцы, по этим образцам вы настроите. И даются минимальные навыки игры, первые несложные приемы игры на Чадхане. Здесь встретятся вам такие понятия, как 8-я нота, 16-я нота, игра аккордами, ну, аккордом точнее говоря. Игра, уметь нужно будет играть перебором. Здесь есть одна пьеса, очень интересная пьеса Ипекова. И данный видеоурок, что он позволит тому человеку, который будет учиться? Если вы пройдете весь курс по полной программе, то есть от начала и до конца, вы можете смело уже проявлять себя в каких-то выступлениях, то есть показывать себя людям. Даже вот эти произведения, которые даны на видеоуроках, вы их заучите, уже это будет ваш первый шаг к тому, чтобы продвинуть, скажем, свой собственный имидж. Ну и я хотел бы попросить тех людей, которые приобретут вот эти видеоуроки, каким-нибудь образом написать свои замечания по поводу видеоуроков. Понятно, что это только первый опыт вообще в Хакасии и среди музыкантов. Сами музыканты еще не готовили такие видеоуроки. Это первый опыт. И, конечно, будут какие-то замечания, какие-то пожелания. Я с удовольствием выслушаю ваши замечания. У меня есть сайт, я его потом пропишу. www.sipdayinfo.ru. И можете в интернете высказать свое собственное мнение по этому поводу. Я дам частично информацию об этих видеоуроках, и в комментариях к этой информации, к видеоурокам вы можете оставить свои замечания. Я бы очень хотел попросить вас сделать это. Дело в том, что это только начальная подготовка. Я планирую дальше готовить видеоуроки, как я уже сказал, не только на русском языке, но и на хакасском языке. Но и понятно, что на хакасском языке видеоуроки, они будут более полные, более объемные. И дело в том, что знание хакасского языка — это суть игры на Чадхане. Кажется, что внешнее исполнение, допустим, сама подготовка, как говорит один из исследователей хакасской музыки, он говорит, на Чадхане играть — это всего лишь уровень детской музыкальной школы. Технические приемы возможно. Покажется, что так, действительно тут вроде бы нет таких очень сложных особенностей. Но дело в том, что Чадхан, это не только чисто инструментальный инструмент, это инструмент, который очень крепко связан с языком. И не зная языка, хакасского языка, практически вы будете смотреться очень голо на самом деле. И только с языком, только с хакасским языком вы будете, то есть Чадхан, он будет иметь полное свое собственное выражение как музыкальное явление, как музыкальный инструмент. Дело в том, что на Чадхане, и зная хакасский язык, вы можете исполнять тахпахи, вы можете рассказать ситуацию исполнения тахпаха, почему тахпах был написан так или не иначе, как он был и кем он был исполнен. Понятно, что на Чадхане вы можете исполнять и богатырские сказания, а богатырские сказания — это уже не уровень музыкальной школы, это огромнейшая подготовка, это не только музыкальная подготовка, это жизненная подготовка, это вообще мировоззренческая подготовка человека. И поэтому вот эти видеоуроки — это только, конечно, начальная ступень к очень объемной, то есть к освоению очень объемной и полезной и внутренней духовной культуры. Я думаю так. Чадхан — это символ культуры хакасского народа. Поэтому я вам желаю удачи в освоении этого инструмента. И, конечно, чем больше людей будет играть на Чадхане, тем больше вы себя как личность будете проявлять и не только в кругу своих знакомых, но и в общественной жизни. Удачи вам!